Платья отшиты, банты повязаны. За безупречный внешний вид Элина и Алина могут быть благодарны маме. Это она своими собственными руками изготовила для девочек наряды для 1 сентября. Взамен дочки обещают учиться на пятерке и не расстраивать маму. Понимают, ей непросто. Ведь семья многодетная, 3 детей, старший брат уже в 6 классе, а теперь в школу идут и младшие сестренки. Переживаем, нервничаем, конечно. Надеюсь, что уже первый прошел у нас этот этап, и уже они тоже пройдут. Вдвоем веселее. Сами девчонки боятся, нет идти в школу? Как ощущения вообще? Нормально. С ними в один класс идут и Сема с Аней. Сын Ольги Носовой уже даже с будущей профессией определился. Говорит, что хочет стать ученым. А вот дочка пока свой выбор на конкретной профессии не остановила. Зато точно знает, брат всегда будет рядом и заступится, и поможет. Вот это, наверное, очень большой плюс, что двойня в школу уже идешь со своим другом, да? Здорово ведь? Да. У Семки подружка, у Ани друг, да? Собрать двойню в школу – дело непростое. Нужна и форма в 2 комплектах, и портфели, а еще верхняя одежда, обувь, сменка, спортивные костюмы 2 видов для занятий на улице и в зале. И это не считая канцелярских принадлежностей. Нагрузка на семейный бюджет немалая. Тем более, когда в семье хватает и других школьников. У Ирины Ивановой 4 детей. Старший сын уже закончил 35-ю школу и сейчас учится в колледже искусств. Дочь в 6 классе. А в этом году мама привела уже своих первоклашек – Диму и Тиму. Они очень хотят. Они последние 2 месяца у меня каждый день считают. Когда уже в школу, каждый день очень сильно хотят. И, наверное, самое главное – это не то, что на них надето, и не то, что у них в портфелях. Самое главное – это то, что у них в голове. Научить ребенка слушать и слышать учителя. Если ребенок будет слышать своего педагога, то это половина проблем учебных сразу отпадает. А умеет читать, не умеет читать – это в школе научат. Впрочем, эти мальчишки уже умеют читать и считать. Ребята – шахматисты-разрядники. За плечами не один турнир, а потому проблем с усидчивостью и успеваемостью быть не должно. Мама признается, они как вечные генераторы. Один подает идеи, второй развивает мысль. Ум пытливый, а потому учиться им будет интересно. Да и от самой школы у семьи самые приятные впечатления. Ведь педагогический коллектив мама уже знает по старшим детям. Любовь Лапина, Олег Остромин, телеканал Юрган.